Добрый день, ребята! Я приветствую вас на уроке русского языка. Готовы знания получать? Я умею думать, я умею рассуждать. Все, что надо на уроке, то и буду выполнять. Будем знания добывать, чтоб с успехом применять. На каждом уроке мы узнаем что-то новое и становимся немножечко умнее. Проведем словарную работу. Вспомним отрывок из произведения Сергея Михалкова «А что у вас?». А у Толи и у Веры обе мамы инженеры. Название какой профессии встретилось в этих строках? Конечно, это слово «инженер». Инженер – профессия многоликая и имеет множество специализаций в разных сферах человеческой деятельности. Инженер – это квалифицированный специалист, имеющий техническое образование и занимающийся оптимизацией уже существующих разработок, а также внедрением новаторских проектов. Вернемся к истокам слова «инженер». Слово «инженер» произошло от латинского «ingenium» – ум, изобретательность. Слово «инженер» родственно слову «гений». Во II веке до нашей эры инженерами называли создателей и операторов военных машин. Понятие «гражданский инженер» появилось в XVI веке в Голландии, применительно к строителям мостов и дорог, затем в Англии, Пруссии и, наконец, в России. Однокоренные слова к слову «инженер» – инженерство, инженерский, инженерный. Инженерский – относящийся к инженеру, к инженерам. Инженерный – это значит технический, связанный с деятельностью инженера. Запишите это слово, составьте предложение со словом «инженер». Вместе с профессором Почемучкой мы продолжаем наше познавательное путешествие по городу склонения. Сегодня мы отправляемся на улицу безударных окончаний существительных. Попробуйте сами составить пословицу про мудрость из таких слов: каждый, жизни, день, мудрость прибавляет частичку. Что у нас получилось? Проверяем. Каждый день жизни прибавляет частичку мудрости. Скажите мне, какую часть речи мы сейчас изучаем? Правильно, имя существительное. В какой части слова пропущена орфограмма? Правильно, в окончании. Почему мы сомневаемся в написании этих окончаний? Правильно, потому что окончания безударные. Что необходимо знать, чтобы правильно написать безударное окончание имен существительных? Правильно, падеж, склонение и ударное окончание. Давайте проверим с вами, правильно ли мы написали окончание. Каждый день чего? Жизни, родительный падеж, прибавляет частичку чего? Мудрости, тоже родительный падеж. В третьем склонении в родительном падеже в безударном окончании пишется буква «и». И тема сегодняшнего нашего урока – это правописание безударных окончаний существительных в родительном падеже. Сегодня мы с вами будем учиться писать безударные падежные окончания существительных первого, второго и третьего склонения в родительном падеже. Будем формировать умение определять безударные падежные окончания имен существительных в родительном падеже. Итак, давайте вспомним
то, что мы уже знаем. Как определить склонение имен существительных? Дальше вспоминаем то, что мы уже знаем о родительном падеже. На какие вопросы отвечает родительный падеж? На вопросы кого, чего и смысловые вопросы откуда, где. Родительный падеж употребляется с предлогами от, до, из, без, у, для, около, с и имеет окончание в первом склонении и, во втором склонении а, я, в третьем склонении и. В предложении выполняет роль второстепенного члена. Ребята, поставьте в родительный падеж слова. Выделите окончания существительных, поставьте ударение. Первое склонение – земля, сестра. Второе склонение – окно, конь. Третье склонение – степь, ложь. Итак, нет кого, чего, земли, сестры. Нет кого, чего, окна, коня. Нет кого, чего, степи и лжи. Какие окончания имеют существительное первого склонения в родительном падеже, второго склонения и третьего склонения? Что вы заметили? Правильно, во всех словах ударное окончание. А как поступить, если окончание безударное? Об окончании существительных родительного падежа второго склонения мы можем сказать, что они не вызывают сомнений при письме. В каких случаях правописания безударных окончаний существительных родительного падежа вызывает трудности? Правильно, когда существительное стоит в первом или третьем склонении. Сравним еще раз окончания существительных в родительном падеже первого и третьего склонения. Пишется ли хотя бы в одном из случаев гласное «е» в окончании существительных? Нет, не пишется. Какой вывод можно сделать? Если существительное в форме родительного падежа, то в первом и третьем склонении пишем гласную «и» в безударном положении. Составим алгоритм. Первый шаг. Какой вывод можно сделать? Если существительное употреблено в форме родительного падежа, то в первом и в третьем склонении в безударном положении пишем гласную «и». Составим алгоритм. Первый шаг. Задать вопрос, посмотреть на предлог. Второй шаг. Определить падеж. Третий шаг. Поставить существительное в начальную форму, определить склонение. И четвертый шаг. Вспомнить и написать окончание существительного. Вспомним, какое окончание имеет существительные родительного падежа первого, второго и третьего склонения. Потренируемся. Измените существительные по вопросам. Укажите склонение и выделите окончание. Обратите внимание на образец. Сшили для кого? Для сестры первое склонение. Проверьте свою работу. Связали из чего? Из шерсти. Третье склонение. Пришли откуда? Из деревни. Первое склонение. Остановился около чего? Около пристани. Третье склонение. Возвращался откуда? Из библиотеки.
первое склонение. Жил у кого? У бабушки первое склонение, Айнуры Алиевны первое склонение и дедушки первое склонение, Кайрата Джусуповича второе склонение. Я уверена, что вы все справились на отлично. А сейчас замените в каждом словосочетании имя прилагательное однокоренным именем существительным с предлогом или без предлога в форме родительного падежа. Например, вишневый компот, компот из вишни. Прочитаем словосочетание. Медвежья берлога, змеиный укус, земляничный кисель, беличье дупло, рысий след, шерстяные варежки, бумажный конверт, стеклянная ваза. Давайте проверим, что у нас получилось. Оцените правильность своей работы. Запишите предложение, вставляя пропущенные буквы. Выпишите словосочетания с существительными в родительном падеже. Сделайте синтаксический разбор второго предложения. Около деревни протекает тихая речка. На берегах речки растут березки, ива, ольха. Деревья близко к воде и смотрят в нее, как в зеркало. Далеко от деревни берег совсем низкий. Там заливные луга. Проверим выполнение заданий по порядку. Проверяем пропущенные орфограммы. Проверяем словосочетания с существительными в родительном падеже. Проверяем синтаксический разбор предложения. Я думаю, что у вас все получилось верно, и вы справились с этим заданием. Закрепим знания о падежных окончаниях имен существительных. Определите падеж и склонение имен существительных. Вставьте окончания. Воспользуйтесь таблицей окончаний. Проверьте себя. Молодцы, ребята! Вы плодотворно поработали на уроке. Давайте подведем итог нашего урока. Дайте ответ на вопросы. Поделитесь информацией со своим другом. Как определить склонение имени существительного? Для чего надо знать, как пишутся безударные окончания имен существительных? Как проверить безударное окончание существительного? Какие окончания имеют существительные в родительном падеже? Какие знания вы приобрели за урок?
На уроке вы узнали, научились, можете. На следующем уроке мы продолжим познавательное и увлекательное путешествие по городу склонения, по улице безударных окончаний имен существительных. Насколько хорошо вы научились определять безударные падежные окончания имен существительных, покажите, оценив свою работу на уроке по алгоритму. Зеленый кружок. Если считаете, что работали отлично и можете помочь товарищу. Синий кружок. Если считаете, что работали хорошо и все понимаете. Желтый кружок. Если считаете, что работали хорошо, но иногда нуждались в помощи. И красный кружок. Те, кому было интересно работать, но не может пока обойтись без помощи. На этом наш урок подошел к концу. Спасибо за работу. До новых встреч на уроках русского языка.